Свяжем вместе. Совет женщин поселка Краснозатонский, что под Сыктывкаром, объединил жительниц для поддержки мобилизованных мужчин. Рукодельницы вяжут теплые носки для защитников из Коми, призванных на специальную военную операцию. Петелька за петелькой ввязывают свои теплые пожелания и добрые мысли. С рукодельницами встретилась Ольга Коняева. Кто-то вот связал поярче. Но ведь там ведь тоже люди, которым тоже хочется иногда улыбнуться. То есть почему бы не вязать какие-то яркие вот нити, чтобы они поняли действительно, что про них думают. Какой высоты и толщины, какого цвета должны быть теплые на зиму носки для наших защитников? Женщины поселка Краснозатонский к делу подошли с душой. Решили, каждая вяжет как любит. Каждая женщина, которая вяжет, вот сидит она и вяжет. Она ведь думает. И с каждой петелькой она ввязывает в изделие частичку своей души. Веру, надежду, женскую энергию. Мысли о том, что поскорее все это закончилось, и чтобы все вернулись живыми, здоровыми и с победой. Энергетические носки, так они называют свои рукотворные посылочки для наших воинов. Чего только стоит одна такая записка, заботливо уложенная внутрь. Чужая, но бабуля, 81 год, поселок Краснозатонский, город Сыктывкар, с важными словами. Сынок или внучек, помогай тебе, Господи, во всех твоих делах, храни тебя Бог. Надежда Евгеньевна помогает дочери в магазине. Днем покупателей мало. Без дела сидеть не может, потому всегда вяжет. Теперь и для фронта. Шерсть с козьим пухом, двойная нитка. Я вяжу все время с рисунком вот так, чтобы было это место, в ноге было тепло. То есть с рисунком теплее, что ли, получается? Пряжа очень мягкая, теплая, потрогать. Бойцы невидимого фронта так говорят о Совете женщин в Краснозатонском. Помогают решать важные для поселка вопросы в личное, свободное от работы время. Теперь объединились для помощи бойцам. Хочется помочь. Вяжу в свободное время, получается, в перерывах между клиентами. Связала, наверное, штук 6 уже. Те, кто вязать не умеет, приносят пряжу или покупные носки. С начала акции «Свяжем вместе» рукодельницы уже передали одну коробку с теплыми подарками. Сейчас за 3 дня готовы еще 28 пар. Каждая согреет и сердца наших защитников, уверены женщины. Ольга Коняева, Иван Богомолов, телеканал Юрган.